Доставить в срок. Такая задача стоит перед почтальонами Кыргызстана. В последние дни декабря у них прибавилось работы. В республике неожиданно стало модно отправлять бумажные письма и открытки. С особым вниманием на почте относятся к детской корреспонденции. В этом убедился Евгений Пичурин. Удобная спортивная обувь, быстрый шаг. Победитель конкурса «Почтальон года» Наталья Диконенко разносит корреспонденцию по своему участку. Кроме газет и журналов, ее сумки толстая пачка писем. Одно из них для 88-летней Розы Мурсалимовой. Поздравительная открытка. Ой, это от моей подруги. Все чаще с Новым годом жители республики поздравляют друг друга не по электронной, а по обычной почте. Популярны бумажные открытки. Перед праздником и пожилые, и молодые покупают. Кто для организации, кто за рубеж, кто в СНГ посылает. Сортировщики писем особое внимание уделяют детским посланиям Деду Морозу. Их узнают по старательному почерку. Дедушку Морозу, Северную полюс. Часто в почтовых ящиках сотрудники находят и вот такие самодельные конверты. И хотя здесь нет ни штемпелей, ни марок, такое письмо тоже обязательно дойдет до адресата, обещают почтальоны. Пятикласснице Софии повезло. Она уже получила ответ от Деда Мороза. Судя по печатям на конверте, письмо преодолело длинный путь. Девочка просила подарить ей куклу. Дед Мороз пообещал желание исполнить. Нет, не ожидала. Я думала, что принесет подарок и все. А оказалось, еще и ответ написали. И такого только один раз было. В предновогоднем режиме работает сейчас и отдел доставки. Больше всего посылок из международных интернет-магазинов, где кыргызстанцы покупают подарки. А на втором месте – бандероли от родственников из-за границы. Из Германии. С Новым годом? Да. Подарки? Конечно. А не знаете, что там? Конфеты. Тем, кто еще планирует отправить открытки с поздравлениями, почтальоны рекомендуют поторопиться. Евгений Пичурин, Зарлык Раймкулов и Мирлан Макаев. Мир 24.